Хорошо, очень рада вас всех видеть. Всегда это большая радость встречаться со своими читателями, их увидеть лицом к лицу, потому что я думаю, что человек, который пишет и который не видит как бы своего мысленного даже собеседника, то он может испытывать какой-то шок, что он, может быть, что-то такое с ним не в порядке, что он говорит в пустоту и не слышит никакого ответа, да? А тут вот и поэтому мне это очень приятно. Вот у меня в этом году вышло сразу, так получилось, сразу 4 книжки. Вот. Одна книжка – это мемуарные новеллы, потому что я в своей жизни встречалась с какими-то потрясающими совершенно людьми. И вообще я считаю, что это такой, может быть, один из главных даров Божьих, которые посылаются человеку, это прекрасные люди. У которых какая-то своя была судьба, которые к этому очень серьезно относились, которые соизмеряли свои поступки с промыслом Божьим, да, вот, и судьба их награждала тем, что они как бы видели эти прекрасные узоры судьбы, которые были заплетены. Вот, это такая одна книжка. Но вторая книжка – это книга стихов «Уроки русского», и книжка избранных стихотворений. И еще одна книга – это мой роман, который называется «Пленный Херувим», вернее, это трилогия такая, которую я писала, наверное, в 2000-х годах, потому что меня переполнял, у меня какой-то был избыток чувств, избыток впечатлений, которые мне нужно было как-то выстроить. Вот. От чего же был такой избыток? От того, что я как-то еще до того, как церковь обрела свободу в 90-е годы, а в 80-е еще, конечно, уже таких гонений не было, но все равно были какие-то притеснения. И поэтому вся церковная жизнь шла так, знаете, как бы полуподпольно, как стежок иголки, да, при шитье, когда она то выходит на поверхность, то скрывается. Вот. И эта полуподпольная религиозная церковная жизнь, она была очень богатая. Я о ней вспоминаю с какой-то невероятной любовью и тоской, потому что это было настоящее, самое настоящее христианское братство. Нас было немного, людей, которые ходили в церковь, особенно людей из интеллигенции. Вот. Мы были очень настроены аскетично, вот. Мы радовались постам, бдениям, молитвам, вот. И искали, где богослужения подлиннее, где ночные богослужения, да? Вот как сейчас, это даже вот меня касается, я сама-то теперь такая стала, я думаю, где бы, чтобы так, по скору, да, литургии, очень многие сейчас так. А тогда это совершенно было другое. Вот, мы забивались в какие-то скиты, где были ночные бдения, где какие-то служились по невероятным каким-то монастырским уставам богослужения. Вот. И между собой, конечно, было такое чувство братства, любви, взаимопомощи. При этом все какие-то были бедные, страшно были бедные. Вот. Я помню, что у меня в 87 году появилась какая-то, я купила какую-то поезженную машину, страшную совершенно, которая вся была ржавая, вот, у которой была какая-то сорванная сигнализация, которая вопила, когда открывалась дверь.
То есть, когда мой муж садился в эту машину, она начинала орать, или когда он вылезал. Вот и у меня была эта раздолбанная машина, и для меня было невероятное счастье, когда меня просили подвезти какого-нибудь монаха от аэропорта, там, Быкова, какой-то был такой далекий, его сейчас уже, по-моему, нет, этого аэродрома. Из этого Быкова, значит, нужно встретить 2 архимандритов лаврских и перевести их в Троице-Сергиеву лавру. И я была настолько счастлива, я говорю, только вот, конечно, только не поручайте это больше никому другому. В общем, короче говоря, вот эта жизнь у стен монастырей, каких-то скитов, вот это какие-то старцы были настоящие вокруг, мы к ним ездили. Вот это чувство братства, любви, послушания, вот какой-то вот такой образ жизни. И я понимала, что мне нужно об этом написать. Мне нужно написать, мне нужно найти ключ, как это все подать. Вот. И я помню, вот я написала тогда вот этот роман, который входит в трилогию. Называется он «Мени текел фарес». Вот. Такое выражение библейское. Вот. И я помню, что когда я написала этот роман, он у меня очень долго не выстраивал. Как-то я смотрела, что вот он как-то, какие-то куски хорошие в нем, но как-то он у меня не выстраивается. И я решила спросить, тогда был еще жив замечательный старец, отец Кирилл Павлов. Вот. И, как ни странно, он посетил нашу скромную обитель. Вот. И я осмелела и говорю: отец Кирилл, я пишу роман, но там у меня, говорю, вот монахи, мне было важно сделать из них живых людей с живой верой. Не чтобы они там ходили по струнке и говорили цитатами из святых отцов, что они живые люди. Может быть, это такая дерзость была с моей стороны. Может быть, не надо мне так это писать. И он так подумал, посмотрел на меня и говорит: знаешь, пиши, как Бог тебе на душу положит. И как-то он меня благословил. И случилось невероятное. И вот то, что я не могла этот роман как-то завершить, понимаете, вот чтобы он какую-то форму приобрел, у меня просто буквально за несколько дней это получилось. И я помню, что когда я поставила точку, и я поняла, что все, я его написала, было 5 часов утра, я помню. Это было начало июня. И уже рассвело, и я вышла на крыльцо, и у меня был такой восторг, что у меня лопнули глаза. Представляете? После этого у меня такие черные какие-то точки. Вот, это я считаю, что, ну, вот так и должен, наверное, писатель писать. Он должен выложиться и получить, и пострадать, когда он это пишет, и порадоваться. И тогда это передается читателю. Тогда это будет интересно читателю читать. Вот. Вот я вам рассказала про вот эти свои книги. Ну вот после этого романа «Мени текел фарес» я еще написала еще как бы продолжение, святочную повесть «Ничего страшного» и «Полет шмеля». И это вот вошло в эту книгу «Плен на Херувим». Я подарила ее в библиотеке. Так что, если вы захотите, вы можете прочитать. Вот. Но потом я уже после этого еще написала очень много всяких книг, после того, как было первое издание этого романа. Вот. И самая, пожалуй, известная книга, она вот здесь представлена, вот это она такого непрезентабельного цвета, такая вот эта «Небесный огонь». Она выходила в 2 видах, еще она выходила в Сретенском монастыре, зелененькая. Это истории, знаете, какие? Это истории как бы, ну, чудесные, можно сказать. Это чудесные истории, которые происходили в жизни. Это истории, когда вдруг в жизнь человека явно вмешивался промысл Божий.
Или когда у человека не оставалось никаких надежд на своих друзей, на свои обстоятельства, на себя самого, вдруг это получало какое-то совершенно неожиданное разрешение, та или иная ситуация. Вот, и эти истории я писала, так сказать, по ходу жизни. Их было много, они были действительно чудесные, таинственные истории, документальные. И вот я, значит, собрала их, издала вот эту книгу «Небесный огонь». Она вышла очень большим тиражом, ее было очень много, она вот и в издательстве Сретенского монастыря, она выходила и в Волма Пресс, вот это в коричневом варианте. Вот. И на нее написал рецензию писатель Алексей Варламов, который, я знаю, что он у вас тут бывал. Алексей Варламов, сейчас он ректор моего института, где я преподаю. И он назвал меня православной Шахерезадой, что я, значит, 1001 ночь рассказываю всякие невероятные истории. Вот. Но он говорит, они утешительные, эти истории, но, говорит, мне очень грустно, что как бы они все заканчиваются там каким-то 2000 годом, 2005 годом. А потом что? Неужели ничего не происходило? И я подумала, нет, как же ничего не происходило? Происходило. И написала продолжение этой книги. И вышла тогда книга «Господи, что с нами будет?» Тоже она в Сретенском монастыре. Вот. Но она тоже вышла уже лет 6 назад. И сейчас мне тот же самый вопрос задают. Слушай, а еще что, после этого тоже ничего не было? Ну и вот. Но и оказалось, что это все равно все продолжается и происходит. Сейчас эти чудеса происходят совершенно каким-то таинственным образом. Происходит, например, с моей дочерью, которая обнаружила в нашем роде святого праведного Алексея Бурцурманского, который является 5 раз прадедушкой моего мужа. Да? Вот. Это совершенно тоже, я считаю, что это какое-то было чудо. Вот. Но это вы можете с этим познакомиться, посмотрев фильм «Видимое-невидимое». Такой был документальный фильм, где она главная героиня, и она рассказывает, как, собственно, она нашла этого святого Алексея Бурцурманского, и как он резко изменил ее жизнь. Вот, потому что она увидела, в каком запустении находится храм, где служили его потомки, тоже священники, но которые являются предками как бы тоже моего мужа. Вот, и она стала восстанавливать этот храм. И у нее было там невероятное количество каких-то чудесной помощи, вот, страшных искушений. И вообще я ей советую написать книгу «Как я восстанавливала храм». Да. Вот. Но, тем не менее, вот эти чудеса, они продолжаются. И я считаю, что цель творчества – это преображение. Это попытка взглянуть на нашу земную жизнь как бы не с этой плоскости, на которой мы находимся, а как бы с некой метафизической высоты или глубины. И увидеть в этом смысл, увидеть в этом красоту, увидеть в этом, увидеть следы Божьего присутствия в мире, увидеть вот эту красоту. Тогда в этом смысле творчество является, конечно, величайшим даром и утешением человека. Понимаете, вот это, когда мы это увидим в преображенном виде, мы понимаем вот всю эту премудрость, да, божественного промысла. Как вот нас Господь ведет, как Он нас учит, как Он нам помогает, вот, и как Он
способствует нашему спасению. Я не знаю, может быть, мне вам стихи почитать, может, вы мне спросите у меня какие-нибудь, будете спрашивать, задавать какие-нибудь вопросы. И кто мне задаст самый интересный вопрос, я тому подарю книжку «Повелитель дождя». Пожалуйста, вопросы у кого есть? Мы, как всегда, традиционно первый вопрос задаем про книги. Мы в библиотеке. Вот. Алиса Александровна, расскажите, пожалуйста, какую роль сыграли книги в вашем становлении и писательском, и личностном, книги, библиотеки? Ну, вы знаете, я родилась в писательской семье. Вот, мой папа был писатель, он работал заместителем главного редактора журнала «Дружба народов». Вот, и при нем этот журнал очень процветал, он был очень интересный, там печатались очень хорошие вещи, очень хороших писателей. Он туда печатал, он там печатал и Андрея Битова, и какие-то романы Акуджавы он печатал там. И я помню, что они очень часто ездили в писательские такие поездки, как бы он с авторами ездил, и они этот журнал распространяли, популяризировали. Поэтому у нас библиотека была, конечно, хорошая. Моя мама очень любила читать. Она очень любила, она знала очень много стихов наизусть. Она тоже такая была с гуманитарными запросами. И сама она что-то писала, вот. Переводила тоже она какие-то романы. И один раз я помню, что я пришла домой, мне, не знаю, сколько было, лет 11, и мама сидела, читала и хохотала. Я говорю, как, а что ты смеялась? Она говорит, она прямо хохотала до слез. Она говорит, ты не представляешь, я читаю скверный анекдот Достоевского. Знаете, такой рассказ есть у Достоевского, он очень смешной, с таким вот именно достоевским юмором. Такой вот. Вот, там и комедия положений, и там и какие-то есть такие остроумные выражения. В общем, это замечательный тоже рассказ. И меня это так поразило, я думаю, что ж такое за писатель, который такой смешной. И я пробовала его читать, взяла «Неточку Незваного». Там, конечно, ничего смешного не было, но меня это совершенно тоже поразило. Вот. Ну и я читала много, и я не понимаю совершенно современных школьников, которые говорят, что они не могут прочитать «Войну и мир». Что для них это неподъемное что-то, совершенно невообразимое, потому что я помню, что я читала «Война и мир» же, по-моему, в 8 классе проходит. В 8 классе проходили. По-старому, когда 10 классов было, ее проходили в 9-м. В 9-м. Читали, в 9-м. Ну, и я помню, что я просто читала с удовольствием все романы Достоевского уже к концу школы. И это для меня было невероятное, конечно, наслаждение. Я ходила на всякие поэтические вечера, мне так было это интересно. Ходила куда-то в секции переводов, ходила, прозаиков слушала. Хотя я думала, что я никогда не буду писать прозу. Вот так. Я училась в Литинституте на отделении поэзии в семинаре Евгения Винокурова. Я никогда даже и не помышляла. Со мной у нас получалось так. У нас такой курс, ну так в Литинституте заведено, там все учатся. Там и драматурги, и переводчики, и поэты, вот, и прозаики. А потом они по вторникам они расходятся на свои семинары. Там поэты на семинар поэзии, прозаики. И я училась с прозаиками, но я совершенно читала то, что они пишут, и я думаю, меня это совершенно никак не соблазняло, чтобы попробовать себя в прозе. И совершенно поразительный был случай, когда к моим родителям пришел в гости Фазиль Искандер. Знаете, такой прекрасный писатель, я его очень люблю. Вот. И он у меня остался, а я была как раз студенткой, и я ему стала рассказывать про литературный институт, про наш семинар, который вел Евгений Винокуров. Вот, и я рассказывала, и он так хохотал, и он мне говорит, слушай, тебе ведь надо писать прозу, ты ведь рассказчица,
пиши. Я подумала, что это я буду какие-то рассказы писать. Ну, в общем, я удивилась, честно говоря, и думаю, зачем, как это. И вы знаете, вот это его, как-то вот это он увидел это, прочувствовал, и это сбылось. Потому что это произошло тоже как-то очень странно. В один прекрасный день я проснулась с мыслью, что я должна написать роман. И я говорю своему мужу, который по образованию литературный критик. Я говорю, ты представляешь, я сейчас напишу роман. Должна написать. Он говорит, что за чушь, ты совершенно не прозаик. И роман – это такая сложная форма, ты никогда даже рассказиков не писала. И он мне это сказал, а сам уехал куда-то в командировку на неделю. А я осталась дома, между прочим, с 3 маленькими детьми. И это, что я обязана написать вот этот роман. И что если я его не напишу, я больше вообще ничего не напишу. И я села и действительно и сидела день и ночь. Причем я понимала, что если я не напишу его очень быстро, то я его не смогу написать, потому что мне просто не дадут его написать. Ну, физически. Мой муж будет говорить, что у меня ничего не получится, там, и так далее. Поэтому я сидела день и ночь. День и ночь. И представьте себе, раздается звонок как-то раз часов в 12, наверное, дня. Я в каком-то халате иду открывать дверь. На пороге стоит учительница моей дочки Александрины. Она говорит, вы знаете, меня простите, Олеся Александровна, но вот у нас так вот мы обходим, смотрим жилищные условия наших учеников. Я говорю, ну заходите. Она видит, что я только что проснулась. А я легла, знаете, там, допустим, в 9 часов утра, может, в 10. И она так смотрит, значит, заходит в комнату и видит, что у меня лежат пачки рукописей. Потому что я тогда писала от руки, ну, стихи же от руки пишешь, ну и прозу я писала, потом переписывала. Вот, и у меня это все лежит. А она была учительницей литературы. И она говорит, это что, вы работали, что ли, ночью? Я говорю, да, я работала, вот я всю ночь работала, только недавно заснула. Вот, ну, в общем, короче говоря, вот такие были какие-то случаи. И я вот этот первый роман «Инвалид детства», я когда его дописала, и вернулся мой муж, и я говорю, слушай, я тебе сейчас это самое прочитаю. И он говорит, слушай, ну вообще, мне кажется, что получилось. Представляете? Но я после этого вышла на улицу, и я встретила свою знакомую, такая есть поэтесса и бард Вероника Долина, которую я прекрасно знала. И я понимала, что я ее знаю, но кто это, я не могла вспомнить. Вы понимаете, я настолько отключилась, настолько в это ушла. Вот, и стала у нее там всякими окольными путями, из какой она области-то, моя знакомая. Может быть, она родительница в школе, какой-то ученицы, или в музыкальной школе, или вообще кто он. Вот. Вот я к чему это говорю? Я это говорю к тому, что вот творчество, оно требует, конечно, вот такого полного погружения, которое напоминает иногда, наверное, какое-то такое вот помрачение в житейской жизни. И вот я преподаю в литературном институте, я уже 32 года там, 33 года там преподаю, и у меня учатся молодые поэты. Мы с ними... Я им даю какие-то задания, вот, я пытаюсь их заразить вот этим состоянием. Потому что, конечно, можно писать с холодным сердцем, от ума что-то такое выстраивать. Это будет, может быть, профессионально и грамотно,
но это будет совершенно мертворожденное какое-то произведение. Вот. Спасибо. Пожалуйста, вопрос? Мгм. Да-да-да. Правильно, да-да-да, да. Все верно, да. Понятно. Хороший вопрос. Константина Леонтьева я очень люблю. Вообще страсть к чтению была, ну это была, ну как бы сказать, очень распространена. Вот когда я училась в институте, в школе, это было позорно ничего не читать. И поэтому мы в институте, например, подпольно, конечно, передавали друг другу книжки, которые там... У меня был такой друг, замечательный поэт Виктор Гофман, и его отец ездил за границу и знал, что ему что нужно привозить книжки издательства «Имка Пресс». И он привозил, вот он Константина Леонтьева привозил, он Льва Шестого привозил, которого я тоже очень люблю, привозил Розанова, Бердяева, «Царство духа», «Царство кесаря». Вот, и вот этот мой приятель, это мой друг, этот Витя Гофман, он давал там почитать, знаете, как на ночь. На ночь он дает «Царство духа», «Царство кесаря», Бердяева. Вот, и это совершенно, понимаете, и получалось так, что вот эта русская религиозная философия и поэзия, и это на самом деле это способ какого-то экзистенциального выживания. Для нас это было не интеллектуальные какие-то упражнения. Это было очень важно. Это было, возможно, это заменяло, возможно, даже церковную жизнь. Потому что я еще не была крещена, когда я училась на первых курсах. Я крестилась только 22 года. Вот. И, возможно, это заменяло вот эту церковную жизнь. Да, и, конечно, Константина Леонтьева я очень люблю его. И среднеевропеец, как орудие всемирного разрушения, вот он себя показал, этот среднеевропеец. Вот. Что касается второй части вашего вопроса, вторичное упрощение, да, я думаю, что не цветущая сложность, все-таки, наверное, вторичное упрощение. Как бы мне не хотелось сказать по-другому. Но, к сожалению, я считаю, что лучшие поэты, они сейчас уже перешагнули какой-то возрастной порог. Это, конечно, Олег Чухонцев, это Евгений Рейн, это Светлана Кекова, это Александр Кушнер. Ну, и они уже, уже, извините, им за 70 лет, а кому-то и за 80. А следом есть, может быть, какие-то неплохие, но это именно такое что-то, что мы уже как бы знаем, вот так. И даже очень были талантливые, скажем, Денис Новиков и Борис Рыжий, да, вот. Ну и
признавая их талант, все же мы понимаем, все равно мы будем читать Георгия Иванова, Ходосевича, да, скорее, да, чем их. Так что, к сожалению, вот так. Может быть, сейчас что-то произойдет, вообще потому что все очень хотят, чтобы что-то произошло. Вот сейчас, например, очень активными стали поэты, которые пишут на военные темы, как бы фронтовая поэзия, да, вот, и это Прилепин, по-моему, он это всколыхнул эту волну, он как-то дал им какое-то помещение, где они могут читать стихи, где они могут выступать, ездить по городам, друг друга они очень поддерживают. Вот, потом вот на Арти, на Russia Today Маргарита Симонян выпустила антологию этой военной поэзии, и вчера устроила там какой-то потрясающий вечер, все говорят, что все это было очень красиво там и так далее. И хочется, чтобы это засияло как-то. Ну и хочется, но я не могу сказать, что это пока так. Может быть, это преддверие каких-то действительно качественных изменений. Вы видите ли, конечно, страшную порчу нам принес этот постмодернизм. Постмодернизм, который совершенно мозги наши совершенно разъял, совершенно лишил нас вообще каких-либо критериев. Восстанавливать эти критерии очень сложно. Вот то, что было очевидно для моего поколения, да, сейчас это объяснить людям, которые вот последние 30 лет приходили в институт, там что-то ж писали, им это очень сложно объяснить. У них как бы нет вот этого основания какого-то, нет вот этих основ, на которых можно было, исходя из которых можно было бы объяснить, что это пошло, что вот это вульгарно, что это литературный штамп, что это банальность, да? Потому что все это размыто, потому что, банальность, да, но мы играем с банальностями, мы играем с этим, понимаете? Вот. Или это постирония. Что такое постирония? Это значит, ты что-то утверждаешь, но это может быть воспринято и серьезно, а может быть воспринято иронично. То есть да, нет, нет, да. Да, то есть, и что, а где да, а где нет, а вот да, это нет, а нет, это да, может быть. Понимаете, вот эта амбивалентность совершенно отвратительная, я вижу, как это сломало мозги очень многим. И очевидно уже стало это, что вот с 24 февраля это должно умереть. Этот постмодерн, он не может выразить происходящее. Он не может выразить это. Это было совершенно очевидно. И знаете, как будто бы вот даже на вкус что-то вот изменилось. Вот. И уже это настолько не просто вторично, а уже тухло. Понимаете, вот это все воспринимается. Вот так. Хороший у вас вопрос про Константина Леонтьева. Давайте я вам подарю книжку. Сразу, да? Мне понравился. Ну, мы ее потом подпишем, да, если что. Спасибо. Ага. Хотя она не очень, конечно, Константин Леонтьевская, она такая народная скорее. Это из моих книжек вот этих такие самые... Ну, потом. Спасибо вам. Спасибо. Пожалуйста, вопросы еще. Ну вот по поводу прозы и поэзии, вот пушкинская лета к суровой прозе клонят. Вот как у вас с этим, Олеся Александровна? Проза, стихи, вот как это появляется? Влияет ли возраст? Вот. Ну нет, я, знаете как, я просто перехожу от одного жанра к другому, и я считаю, что это очень оздоровительно действует на меня. Потому что, понимаете, когда человек пишет, да, у него вырабатывается какой-то свой стиль, своя система образов. И
если это в начале было очень свежо и было рождено каким-то непосредственным случаем, непосредственным ощущением, то потом это просто превращается в какой-то навык. Что это твои собственные приемы, которыми ты можешь пользоваться. И это очень опасно. Это приводит вот к такому автоматизму письма, что это как бы, ну ты же это уже сделал, ну давай мы опять это все сложим. Вот, и тогда, значит, когда я это чувствую, что это наступает, когда у меня пропадает чувство вот этой какой-то тайны, да, вот, я меняю тогда, начинаю писать прозу. Хотя немножко разные, конечно, позывы. Поэзия скорее что-то ты слышишь, а проза ты видишь, какая-то картинка, какой-то характер человеческий. Вот хочется его выразить, да? Вот. Или был у меня такой период, когда я не писала ни стихи, ни прозы, она написала тогда книгу «Православие и свобода», у меня была такая книга, потом «Православие и современная культура» была такая книга у меня, вот. Потом писала я всякие статьи, которые меня невероятно увлекали, вот. Ну, например, очень интересная, она, честно говоря, эти статьи, они читаются как увлекательные рассказы. Именно потому, что, как бы сказать, это не литературоведческий был импульс, а он именно был человеческий. Ну, например, меня заинтересовало отношение героя и его прототипа. Ну, у кого это? Вообще, на самом деле, за литературными героями всегда стоят прототипы какие-то. Или, может быть, несколько там может быть прототипов. Это какой-то там синтез, да? Ну, вот, скажем, в «Бесах» Достоевского там просто, значит, его этот самый Кармазинов, да, это просто Тургенев. И даже когда он читает «Мерси» на бале гувернанток, за этим тоже стоит какое-то там произведение Тургенева. Вот мне это все нужно, мне было это интересно все. Откуда? И на самом деле Достоевский ничего не придумывал. Он брал какие-то вещи такие, то есть какие-то факты или то, что было разбросано по рассказам Тургенева. Он все это собирал, и вот, ну, конечно, получился такой образ немножко гротескный. Но, в принципе, он имеет основание в жизни самого Тургенева. И я вот провела такое расследование, это первое. Или, например, мне пришло в голову, что Некрасов, как вот был юбилей Некрасова, и меня просили какой-то сделать доклад, и что-то я его прочитала, и меня так это заинтересовало, я увидела, что он тоже один из прототипов героев Достоевского. И нашла там параллельные места. Ну, например, там, ну, грубо говоря, Ракитин, да, из «Братьев Карамазовых», который мечтает, что вот он будет выпускать журнал с направлением и купит себе дом на Литейном и так далее. Ну, в общем, короче говоря, значит, я влезла в эти отношения довольно сложные Некрасова и Достоевского, и очень получилось страшно интересно. Это действительно такое расследование художественное. Вот. Так что и это тоже очень полезно. А после этого вернуться, если будет такая потребность, к стихам. Да. Так, спасибо. Пожалуйста, еще кто-то хочет спросить что-нибудь? Угу. Ой, ну как я совмещала? Вы знаете, я писала ночью. У меня днем не было такой возможности, поэтому я укладывала детей и ночью. Ну, правда, когда они были маленькие, я писала стихи. А чтобы писать стихи, понимаете,
это не так много может занимать времени. Но и дело проза. Писать прозу – это тяжкий физический труд. Это очень тяжелый труд. И когда ты сидишь, во-первых, надо писать, надо настолько войти в эту реальность, которую ты описываешь, чтобы начать в ней жить, в этой реальности. А чтобы начать в ней жить, из нее не нужно выходить. Поэтому вот эти периоды, они очень длительные, когда ты пишешь прозу, когда ты в ней находишься. И это очень тяжелое такое вот, ну, как будто тело все болит, как будто ты рыл окопы. Не знаю. Вот. А стихи писать все-таки за ночь можно написать стихотворение. Можно не написать, а оставить на следующую ночь. Но так, в принципе, а можно 2 написать стихотворения. А Блок писал вообще по 12 стихотворений в день, если мы посмотрим. Но там они какие-то лучше, какие-то хуже, но 12 стихотворений в день он писал. Понимаете? Вот. Поэтому, ну вот ночью я работала, и у меня вообще было какое-то ощущение такое, что если я долго не пишу, что я вообще валяю дурака. То есть вообще бездельничаю. Хотя за это время там я действительно с детьми там готовилась, стирала там, и так далее. Вот. Ну и, знаете, у меня как-то было с юности такое, что вот как бы себя не жалеть. Не жалеть. И в этом смысле я как бы вот не человек наслаждения, а человек, наоборот, вот какого-то усилия творческого, какого-то усилия. Вот. Моя свобода реализуется в том, чтобы не спать, и в том, чтобы не есть. Ну, грубо говоря, вот так. Да. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы? Скажите, пожалуйста, известны ли случаи, когда благодаря вашим книгам люди пришли к вере? Да. Много ли Да. таких? Да, было такое. Вы знаете, было такое. Вот было такое, мне это люди говорили, что их и приводило это в церковь. Даже не к вере, а в церковь. Это немножко другое. Вот. И, конечно, и были такие драгоценные признания для меня, что мне поджидал, у меня был вечер в Доме литераторов, и там меня поджидала одна женщина, которая мне сказала, специально приехала, она сказала, что у нее случилось страшное несчастье. У нее в ванне утонула дочка. То есть маленькая, она ее купала, в этот момент раздался телефонный звонок, она на секунду вышла, и я понимаю, что это ужасно. И она хотела наложить на себя руки. Вот. И тут ей попался вот эта моя книжка, это «Небесный огонь». И вот так на нее как-то подействовало, что она что-то такое, как-то она поняла это что-то. Вот. Так что бывало такое, да. И, конечно, после вот этого романа «Many Take a Forest» тоже, после этого романа тоже было такое. Спасибо. Еще, пожалуйста. Да, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Регина Чишкина, я являюсь руководителем отдела по культуре Чебоксарско-Чувашской епархии. Моя деятельность много связана с музыкой, с концертами, с мероприятиями, с театрами. И мне очень интересно, насколько много этого в вашей жизни и влияет ли это как-то на ваше творчество, помогает ли вам это, или что вы посещаете музыкально-творческого? Вы знаете, я очень люблю музыку. Вот, очень люблю. Очень люблю, и
Вообще, какой-то у меня был период жизни, когда я просто в консерваторию, из консерватории не вылезала. Вот. Что касается театров, то в театр я не хожу давно. Не хожу. Знаете, потому что мне совершенно не интересно новые прочтения «Мертвых душ», где Чичиков приударяет за коробочкой. Нет, совершенно не интересно. И вот все эти новые прочтения, вообще какие-то, вот. И я просто не хочу даже. Вот если бы вот была бы какая-то постановка Шекспира, они были бы вот в таких одеждах соответствующих, чтобы там все было по тексту, а не то, что там бы актеры взяли бы и стали бы цитировать Ницше, как «Короли Лир», который поставил не Серебренников, а Богомолов, где там действие происходит в 40-м году, и там они Ницше цитируют. И называется это «Король Лир». Ну, не буду я этот бред смотреть, потому что я хочу «Короля Лир» посмотреть по-настоящему, потому что мне шекспировского текста достаточно, мне не нужно, чтобы еще туда Ницше, понимаете? Поэтому театр я не люблю. Актеры современные, которые в фильмах играют, но сейчас очень много, конечно, халтуры, очень много кинематографической халтуры. Мало действительно значительных каких-то фильмов выпускается. Мало того, я еще ловлю себя на том, что и актеры-то некоторые никого, кроме себя самого, сыграть не умеют. Понимаете? Вот. У меня был один сценарий, который у меня купили прямо сразу. Назывался он по моему маленькому роману «Кукс из рода Серафимов». Вот. И я написала этот сценарий, И потом, значит, с ним носилась эта продюсерша, который считал, что это будет ее золотой час. Такой просто это, что... Вот. И она предлагала это разным режиссерам. На самом деле, почему-то мне кажется, что это вообще была дурацкая история, потому что этих режиссеров она таскала на встречу со мной. А потом говорила: нет, он нам не подходит. Нет, он нам не подходит. А поскольку она уже купила этот сценарий, уже я не могла на это никак подействовать. И в результате она просто на него села верхом, и просто она никому его не... Она согласна была его перепродать, но она заламывала такие деньги огромные за это, что, конечно, ни один режиссер не смог это сделать. Хотя было несколько очень таких приличных. Ну вот. И я на встрече с ними я поняла, что это какая-то фишка, это новое прочтение, потому что они вычитывали из этого сценария то, чего там вообще не ночевало вообще. Понимаете? Это какой-то вот такой. Ну, там, значит, сюжет такой, что там человек, ну, грубо говоря, как, не знаю, Квазимода. Он хочет, как бы сказать, он хочет в своей будущей жизни воскреснуть, преобразиться. Вот. И, вот это такая мысль именно о преображении. И один, значит, режиссер мне говорит: а почему бы вот вам не устроить вот такое вот, знаете, что он в прошлой жизни сам хотел стать таким уродом? Я говорю: в какой прошлой жизни? Ну, когда у него была прошлая жизнь, он это его выбор. Понимаете? Вот это. В общем, короче говоря, они там мне некоторые предлагали какое-то свое такое причудливое прочтение, вот, что я даже в конце концов была рада, что никто это не снял, этот фильм. Это было в жизни, что-то вы взяли из жизни? Да.
навязался. Я просто как бы его видела, и он прям привязался ко мне, этот человек, мысленно, в образе в каком-то. Вот, поэтому я это тоже очень быстро написала, вот. Потому что, ну, это, знаете, как влюбленность. Вот влюбленность, ты влюбляешься в человека, вот он как-то, ты как это понимаешь-то, что ты влюблен? А потому что он к тебе прям привязывается, этот образ, он прямо, ты его как-то носишь с собой, начинаешь этого человека с собой, его там домысливать тебе, да? Вот, ну, вот это то же самое, вот. Спасибо. Пожалуйста, еще. Конечно, да. Вы меня простите, пожалуйста, я просто давно очень люблю Олесю Николаеву. Вот когда «Небесный огонь» и все другие книги, вот и Фукса я тоже недавно прочитала. Да. Просто, если бы я не сказала эти слова, я бы думала, вот, почему я не сказала, переживала бы. Ваши произведения настолько они близки людям, как будто вот вы рассказываете, и мы отправляемся с вами в какое-то путешествие, и все это видим, и с фотографиями, и где вы бывали, с кем встречались, и можно их увидеть, и просто-напросто то, что вы сегодня приехали, такой подарок нам устроили, честное слово. Спасибо, спасибо, спасибо. Вы знаете, это для меня радость. Не могла думать даже, что вы вот так вот будете сидеть здесь, и мы сможем вам задавать вопросы. Да, ой, боже мой, да это же вообще замечательно. Я Ну а вашей как? Александрине ВКонтакте написала. Да. Она мне ответила. Да. Я даже вам привет передавала. Ну, вы такой писатель, и в то же время настолько близкий к людям. Вот это очень просто, не знаю. Даже я не могу подобрать слов, честное слово. Спасибо, Такая радость сегодня, такой праздник, спасибо, честное слово. спасибо, Спасибо вам большое. спасибо. Вам Вам спасибо, спасибо. Я подарила библиотеке много книг, поэтому берите, читайте. Для меня это будет очень важно. спасибо. Все Вот. ваши произведения вот на одном дыхании читаю. Спасибо, спасибо, Спасибо большое. спасибо. Так, пожалуйста, да. Мгм. Да. А, нет, вот Арсений, я школьник, учусь в 9 классе, и я бы хотел задать такой интересный вопрос. Да. Когда вы поняли, что вы можете сочинять стихи и писать такие прекрасные прозы? Вы знаете, я даже не знаю, в какой момент, но я почему-то была уверена, что я буду поэтом. Ну, то есть, я не знаю почему, откуда у меня это пришло. То ли у меня был такой восторг. Я помню, что я в 7 классе, я прочитала Пастернака впервые. Причем как, мы ехали со школой на экскурсию в Киев, нас повезли зимой, я помню. И я думаю, надо мне какую-нибудь книжечку взять, и я так с полки взяла «Маленькая библиотека поэта». Знаете, такие маленькие были книжечки Пастернак. И открыла и ранний Пастернак, там стихотворение «Петербург» чуть ли не 14 года, то есть он совсем был молоденький, когда я писал. И я помню, меня совершенно потрясло, когда на Петровы глаза навернулись, слезя их заливы в осоке. Понимаете? То есть какой... Навернулись на Петровой, ну, естественно, Петра Первого, когда на Петровой глаза навернулись, слезя их заливы в осоке. Меня почему-то так... Я поняла, что это какой-то особый язык. И все, я просто читала его. Я, между прочим, до сих пор раннего очень люблю. Даже, может быть, даже больше, чем позднего. Вот раннего безумного Пастернака я очень люблю. Вот. Потом, конечно, Цветаеву. Но Цветаева это вообще... У меня ее томик из библиотеки поэта
лежал под подушкой, и он у меня прям чуть ли не истлел там. Я вообще ее знал наизусть. Вообще можно было мне какое-нибудь словосочетание сказать, и я продолжала. Так вот. И у меня вот это была дикая, вот это вот такая была, это просто страсть такая была к поэзии, Мандельштаму очень я любила. Ну, вообще у меня был такой широкий спектр, не снобистский. Я любила и Есенина я любила, и кого только... Я любила безумно это. Вот. И я думаю, тогда я внутри чувствовала отклик, понимаете, на это. Я поняла, что я буду, да. И что есть во мне вот какое-то начало такое. И вообще мне в юности вообще ничего не нужно было, вот до замужества. Вообще меня интересовали только стихи вообще. Только это, да. А ваше знакомство с Владимиром Беглянским вы описали вот точно так? Да, я описала, я не могу, это хорошая такая история, но она правда чудесная, потому что я училась в 10 классе, и я пришла в поликлинику зимой, у меня было, видимо, воспаление легких, мне нужно было сделать рентген. Вот, и увидела в конце темного коридора, потому что это утро, рентген был с утра, увидела силуэт какой-то мужской, мальчишеский, потому что мой муж был очень худой. И мне был голос, прямо вот мне был голос, я помню, этот человек будет твоим мужем. Я была совершенно потрясена, потому что, во-первых, я никогда в жизни не слышала эти голоса, а во-вторых, я как бы еще даже не проснулась толком, а в-третьих, я близорукая, и я тогда вообще, сейчас меня поправили немножко, у меня сейчас зрение, тогда я вообще это не видела на таком расстоянии, вижу только какой-то силуэт. Ну вот, действительно, это какой-то был чудесный случай. Это был один раз, когда я слышала голос такой, потом мы с ним оказались в одном институте. Но это прошло 1,5 года или 2,5, в общем, прошло там какое-то. Потому что, ну хорошо, он будет моим мужем, а я что должна сделать? Я же должна к нему подойти, сказать здрасте. Но я к нему приблизилась, чтобы рассмотреть, хоть чтобы его узнать потом. Он мне очень понравился, у него такая была, он такой был очень-очень худой, такой, Д'Артаньян такой, да, знаете, юный. Вот. Ну вот, и я как-то к этому голосу меня это поразило. Второй раз я слышала такой голос, когда я попала в аварию. Когда я на машине заворачивала, делала левый поворот, и вдруг увидела, когда вот я увидела, что по встречке, ну то есть меня пытается обогнать огромная черная машина. И я поняла, что это все конец, потому что у меня эта машина была 9-ка, безо всяких этих подушек безопасности, эта огромная машина на меня несется. И тут я услышала: не бойся, не бойся, не бойся. Вот так внятно мне проговорили, и действительно какое-то произошло чудо, потому что он как-то задел меня, там мне машину покорежил, но я вообще без единой царапины вышла из этого. А недавно мне, когда что-то такое зашел разговор про эти голоса, это приехал совершенно замечательный архимандрит из Киева. Это один из тех 3 священнослужителей, которые вышли в 2014 году и встали между Беркутом и Майданом, беснующейся этой толпой. Они вышли с крестом. 3. Это архимандрит, я с ним очень дружу. Сейчас он приехал в Москву. И он, значит, ну, естественно, все, мы встретились, поговорили, и он рассказывал, как он болел, страшно болел ковидом, и лежал он, между прочим, в реанимации. Да. Он лежал в реанимации, несколько недель, и он говорит, что он умирал
Потому что он над собой видел какое-то темное облачко, от которого он пытался вжаться, как бы отстраниться. Но у него было очень страшное ощущение, что он не может молиться. Что он не может молиться. Как-то многие мне говорили, кто болел этим ковидом, что они не могут, какое-то препятствие у них. Не могут молиться. Вот. И в какой-то момент он говорит, я прям так отчаялся. И я, Господи, зачем, что же я тут один? Как же я тут один? Он говорит, я так отчаялся. И вдруг я слышу, ты не один, я тут с тобой неотступно. И он как бы мысленно смотрит назад, хотя как он может смотреть, когда там подушка. И он понимает, что там то ли ангел, то ли но очень не похож на свой экран, этот самый иконный образ. Не человекообразный, а какой-то, он понимает, что это какой. Он говорит, я тут с тобой, ты просто не туда смотришь, ты смотрел не туда. Представляете? Я подумала, меня так это потрясло. Во-первых, я ему доверяю, я ему очень верю, что он это настоящий такой, он такой человек очень молитвенный и духовный. Я давно его знаю, и вот. Потом он просто так не будет это рассказывать. Может быть, это какой-то такой его даже рассказ не на публику, я поэтому не называю его имени. Вот. Но меня так это потрясло, и это как-то касается как бы и меня тоже, что я тоже как бы чувствую, что я не туда смотрю, да, что я не туда, понимаете? И вообще мы смотрим не туда, нам нужно туда смотреть. Что-то меня совершенно потрясло. Вот эти, значит, такие вот случаи с этими голосами. Вот так. Так, вот у нас тут давно хотел задать вопрос человечек. Угу. Ой, что вы говорите? Да нет, у меня никакого плана. Тем более сейчас у кого какой может быть план? Когда земля под ногами шатается, мы можем только опереться на помощь Божию, можем уповать, что Господь как-то нас поведет. Мы сейчас находимся, мы должны как бы сейчас прислушаться, где наше место во всей этой истории, которая сейчас творится. Где наше место, чтобы нам не противоречить, так сказать, вот воле Божией? Потому что у кого же было такое, по-моему, это у Киркегора такое утверждение. То, что любит Господь, то добро и есть, а то, что Он ненавидит, то и есть зло. Да? Вот. То есть то, что по воле Божией, это и есть добро, да, это все на самом деле, да. И вот очень, очень страшно встать как бы на пути вот этого промысла, промахнуться. А это очень легко сделать, это вот очень легко можно так ошибиться. Себя уговорить, да, и ошибиться. И знаете, такие... Просто я уже довольно много прожила и очень много людей знала на протяжении какого-то времени. И я видела, как ложный выбор, всего какой-нибудь маленький, ложный выбор на какой-то развилке, и человека заводил он совершенно в тупик. Вот понятно было, что это неправильно он делает, что он должен... И как-то его судьба совершенно по другому руслу уже протекала. Вот. К сожалению, некоторые истории я просто не могу написать подлинные, потому что, это будет некрасиво, что я какие-то тайны знаю про кого-то, но я не могу их раскрыть. Это неэтично будет, понимаете? Потому что вот в мемуарах тоже есть такой какой-то предел,
что ты можешь рассказать, а что ты не можешь. А с другой стороны, если ты пишешь парадный портрет человека, то это совершенно неинтересно. Это совершенно неинтересно. Как раз интересна его борьба какая-то внутренняя, его то, что он пытался какие-то там тайные мотивы. Вот это интересно. Но до определенной степени. Потому что если ты это раскрываешь, то это уже нехорошо будет совсем. Как бы ты ну, как это почти как грех Хама, да, который обнажил своего отца, да. Так, пожалуйста. Да. Да. Медного всадника, да. В какой проект? Игра в бисер, да. Кто? Да. Да. Ну, вы знаете, значит, во-первых, я дружу с самим Игорем Волгиным. С ним дружу, почему так как-то с семьями дружим. Я дружу с его женой, вот. Просто с ним лично дружу, мы с ним на «ты». В общем, он меня иногда приглашает, и я иногда отказываюсь, потому что чтобы мне не интересно там какие-то темы. А «Медный всадник», конечно, интересен. Мне, конечно, интересен Пушкин. И я считаю, что идея промысла Божьего, греха и воздаяния – это вообще одна из центральных его тем. Если мы возьмем его драматические произведения, его прозу, его именно это интересует – грех и воздаяние, и действие промысла Божьего. Вот если с этой точки зрения все это посмотреть, абсолютно все это идеально вот так вот ложится. Он пробует создать схожие ситуации, но исход разный из этих ситуаций. Там, это не мое совершенно открытие, это еще, по-моему, Ходосевич заметил это, что там у него парные такие есть вещи, там драматические произведения и повесть Белкина какая-нибудь. И вот там, грубо говоря, Дон Жуан, да, и гробовщик, да, когда вызывают мертвых, разрешается по-разному. В одном случае трагически разрешается ситуация, в другом она анекдотически разрешается. Вот, поэтому его, конечно, все это очень интересовало, и все. Что касается этих людей, мы же просто там встречаемся, обсуждаем какие-то... Причем сама передача же небольшая, она всего там, 35 минут. А сидим мы гораздо дольше там разговариваем в этой студии. Вот. Есть люди, которых я уважаю там, а есть какие-то, которых я совершенно не уважаю. Вот, поэтому я стараюсь никого так не оскорблять особенно, не обижать лично. Конечно, у нас разные взгляды. И, конечно, вот эта литературная среда, она скорее в которой я в основном общаюсь, она, конечно, такая более склонная к оппозиционности. Нет, неприятно это. Мне это неприятно. Вот.
Многие, да, действительно, многие уехали. У нас, например, одна преподавательница, доцент, она вообще, она вообще говорит, что она советует русским дезертировать или сдаваться в плен украинцам. Это же безумие какое-то. Она же не знает, что делают украинцы с пленными русскими солдатами. Если она не знает, то она врет, потому что она знает. Потому что у нас есть люди, которые воевали с 14, даже не воевали с 14 года, а просто были на Донбассе как корреспонденты, и которые совершенно инвалидами оттуда еще были счастливы, что они спаслись. Так. Скажите, а который час? Я на самолет не Да, опоздаю. я слежу, у нас осталось 5 минут, 5 пожалуйста. К сожалению, да, Олеся Александровна уезжает. Давайте. Да, давайте Слушайте, почитаем. дайте Да? мне тогда книжку мою, потому что я уже все раздала. Хорошо. Хорошо. Что бы вам ну давайте я какое вам почитаю стихотворение. Оно, ну вот. Так. Сейчас. Так. Какое-нибудь я хочу вам такое стихотворение прочитать, чтобы как-то, вот, быль. Прочитаю вам быль. Как позвал Илья пророк угодника Николая обойти нашу землю, пройти полями, лугами, и пустились в путь, ничего здесь не узнавая, не веселыми ступали ногами. Наконец встретили дурачка на поляне, решили порасспросить о мире, о человеках. А есть еще наши люди? А где крестьяне? А где пушные звери в лесах? Где рыба в реках? Где пахари и косари, что встают до свету? Есть ли еще мужики в этом народе? Отвечает им дурачок: у нас теперь этого нету. Ни мужчин, ни женщин. Каждый одевается по погоде. Все теперь ровня, жена ли, муж ли, у всех застежка на брюхе. Мужики рожают, бабы платят, а дети отрываются и балдеют. А старики и старухи сидят в Фейсбуке и в интернете. Ну а молитва, а песни свои поются, спрашивают странники. Отвечает им бедолага: да песни как раз найдутся, хотя бы вот это, где и где джага. И пошли Илья пророк со святым угодником, божьи птицы, головами качают, услышанное никак не свяжут, и вдруг засмеялись оба. Экие небылицы! Кто у дураков-то спрашивают? Они не то нам понарасскажут. А дурачок собрал убогих, сирых и малых и пересказывает им подробности этой сцены. Они думали, я не понял, но я узнал их. Ждут нас счастливые перемены. Вот. Спасибо вам огромное. Вот. И я просто чувствую какую-то вашу энергию и что? Прошу вас, читайте мои книжки, пишите, что вам не понравилось, критику, что вам не понравилось. Мне это интересно тоже. Или что вам понравилось, или что вам показалось близким, что вам показалось лукавым. Вот что там, вот вам покажется что-то. Вот мне показалось, что вот тут вы лукавите. Так. Вот. Мне всегда это интересно. Потому что я считаю, это мне даже сказал тоже, такое у меня было ощущение, что вот то, что я в себе ношу, что это как бы не совсем мне принадлежит. Вот. И я помню, что один
священник, он говорит, ну а что ты вот там вчера написала? Я говорю, ой, я что-то написала и выбросила уже. Он говорит, а какое право ты имеешь выбрасывать? Ты что, считаешь, что это тебе, что ли, принадлежит? Ну вот как-то так он сказал. Я так удивилась ужасно. Но и правда, вот я иногда знаю, что это, ну как бы это не... Я сама удивляюсь каким-то вещам. Правда. Спасибо вам. Спасибо вам, дорогие. Спасибо. Я очень рада, что здесь присутствует мой очень близкий, драгоценный друг, отец Василий Паскье. Вы очень счастливые, что у вас есть такой священник, мудрый, добрый, великолепный, отец Василий. Дорогой отец Василий, я вас очень люблю, очень, очень, очень. А вас считаю счастливейшими из смертных. У вас вот есть такой... Спасибо вам. Спасибо.